За следующие 20 минут вы увидите реальность отдыха в Польше. Узнаем актуальные цены в Закопане, словим панику на зависшей канатке. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. А на обратном пути переночуем в жутковатой квартире в Кракове. Что это такое? Короче, типичный семейный отпуск, без плана и с приключениями. Приятного просмотра. Strong, crazy beds on me. Back mid scroll, I'm getting arcane. Walking the wild, walking the wild. Остановочка 15 минут, поэтому вышли. Вообще, почему-то как-то часто останавливаемся, немного опаздываем, но Интерсити. Как же я люблю дорогу в Закопане. Она какая-то особенная, согласитесь. И что вы думаете? Когда мы проезжали Новый Тарг, я словила флешбеки в прошлое. Вот что-что, а воспоминания о жизни польской глубинки у меня вызывают ностальгию. Мы тут прожили все лето в 23-м году, и это были прекрасные месяцы в окружении природы, без лишнего шума и хаоса. Опять нас встречает дождем. То Краков, то Закопане. Вообще, почему мы выбрали именно Закопане? Да просто потому, что это самое любимое наше место в Польше из всех, где мы были. Сюда легко добраться, есть что поделать, что показать родным. Короче, отличное место для отдыха летом. Тут недешево, да, но про траты еще скажу позже. Darkness, I could feel her thinking about somebody else. Some old secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust, holding up some old book supposed to teach about heaven and hell. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. I hear country music playing in the background. Some old sweet melody about the life we lead, the love that we never found. I said I love you, honey, now, yeah. Just keep doing what comes natural in the heat of the night. Какие все знакомые места, просто обалдеть. Не верится, что уже прошло 3 года с того момента, как мы жили в Новотарге и приезжали сюда, в Закопане. Это было тоже лето, июнь-июль. Сегодня мы выцепили самый солнечный день, единственный солнечный день из прогноза на наш отдых в Закопане. И идем на Губаловку, потом поднимемся наверх, зайдем в какое-то заведение и вернемся. Надеюсь, моя поясница выдержит, потому что последние дни она мне ужасно болит. Не проходит. Ну, сейчас чуть получше, но прям пипец, какое-то воспаление. И очень уже уместно будет упомянуть видео, которое мы тут для вас снимали. И про сам город Закопане, и про морское око с черным ставом, и про Новый Тарг, и даже про маленькие деревни. Рекомендую позже глянуть, там как раз больше travel формата и пользы.
каждому заберете. Ну, тільки акуратно. Несмотря на то, что фуникулер слишком быстрый, из-за чего сложно успеть насладиться подъемом, я очень люблю Купаловку за шикарный панорамутатор, который можно долго любоваться, рассматривая снежные пики и Закопаны сверху. А сегодня еще и стадо овечек увидели под елкой. В минуте ходьбы от смотровой находится ресторан с хорошими оценками, как раз с видом на всю эту красоту. Там мы и пообедали за 273 злотых. Было очень вкусно, прям рекомендую. Ну а после нас ждали 2 атмосферных километра до канатной дороги. Боже, їм же жарко на сонці. Ні, так щось. И картошку? Так. Potwierdzenie? Nie. Dziękuję. Класс. И ветер обдувает птички. И елка рядом. Впечатление? Ты шо? Восторг, наверное. Восторг, красота, ліс, природа. Насколько вообще, знаєш, як промисел Божий. Дивись, таки всього сотворив. Красоту для нас. Класс. И оно еще такое длинное, и то вроде еще не конец, надеюсь. А может и конец. Наші эти барашки. Почему нема барашка? Тут головне не дивитися вниз. Головне дивитися вдаль. Я вниз не починаю. Ну, не сильно высоко, как говорится. Ні, ну ти ж... я ж- Ой, ой. Де Да. страшніше Так тут було. тоже... О! Ой, Не, не, мамочки, а почему оно так сильно? держись, Почему оно так сильно? держись, аккуратно, держись. Это аттракцион. Ну ужас, ну вот как оно так, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не, так это первый раз я испугалась, не дали расслабиться. Господи, Вот, а ти что ка- это с ними не так? А ти кажеш ноги опустить з поручня. Ні, тут хай стоять на ногах. Жесть. Если вы ничего не поняли, то мало того, что канатную дорогу остановили, так еще кабинки начали качаться вверх-вниз. Незабываемый экспириенс. Вечером мы решили релакснуть и пошли в спа-зону нашего отеля. Она небольшая, но интересная. Тут есть сауна, паровая комната, после которых можно облиться холодной водой из вот такого ведра. Тесный, но всеми любимый джакузи, детский, а по факту не обязательно детский мини-бассейн с горкой и соляная комната.
Як реєструватися? Сядьте або ляжте зручно та спокійно дихайте. Дихайте, звичайно, через ніс. Якщо під час сеансу з'являється сильний кашель, задишка або дискомфорт, припиніть процедуру та повідомте персонал. Задишка. Новый день, новая прогулка. В этот раз гуляем по Закопане, по самому городу, разным там туристическим местам. Погода, как вы видите, такая облачная, но это нам еще везет, потому что через пару часов обещают дождь, и в принципе все остальное время это дожди. Так что гуляем, все места, как обычно, знакомые. Мы идем просто по своим уже созданным картам, мы их не удаляли, смотрим немного новым взглядом. Надеюсь, опять же, спина болеть не будет. У нас немного ограничивается выбор маршрутов тем, что мы не можем много ходить пешком. Мы ходим медленно, и нам нужны какие-то небольшие пути. К сожалению, морское око отпадает. Возможно, еще куда-то поедем, но в целом самое главное мы вчера обошли. Посмотрим, что еще нам повезет тут увидеть. На следующий день мы решили съездить на поляну, поиграть там в фрисби, погулять немного по центру и поесть в польском ресторане. Вообще четкого плана на отдыхе у нас не было в этот раз, выбирали уже все вместе по ходу. Ой! Ну нормально. О! Ресторан мы выбрали, конечно же, польской кухни. Он оказался тоже колоритным, уютным, с прекрасным видом. Мы решили не заморачиваться, поэтому взяли большой сет на всех. Выглядит все, конечно, шикарно, но получилось уж слишком жирно и тяжело, к сожалению. Не думаю, что 300 злотых на 5 того стоит. Лучше выбрать что-то попроще и хоть с каким-то салатом, как было в первом месте.
вечная проблема румтуров, то, что их нужно снимать сразу же при заселении, но мы всегда уставшие, поэтому это переносится на конец, и из-за этого чисто не чисто. Но все равно, как есть, не идеальный румтур. Итак, мы жили вот в такой 2-3-комнатной квартире. Апартаменты. Основная такая комната. Здесь есть кухня, можно готовить. Это для нас всегда очень важно. Вот такой вот столик, немного не рассчитано, как бы на 5 человек, но при этом, как всегда, 4 стула. Мне это нравится. Давайте теперь зайдем в душевую с туалетом. В принципе, тоже просторно, комфортно. Давай тогда сюда. Мы не планировали путь. Здесь у нас одна комната, тут кровати раздельно, есть свой шкаф. Мне очень нравятся, кстати, картины, они такие все милые, разные, в приятных теплых цветах. Тут сразу идет балкон. Вид у нас немного спорный, потому что с одной стороны мы смотрим на огромную панораму гор, вообще разных пиков, всех возможных. Домики, да, красиво, ну при этом вот эта труба великолепная. И вот этот дом тоже немножко портит всю картину. А еще тут прям возле нас очень дымели все время, поэтому запах шел к нам всего этого угля. Ну и мы прятались дома. Но, кстати, огромезный балкон, как вы видите, можно ходить туда-сюда, можно ходить по кругу, нашагивать шаги, и это прям приколдесно. Сюда мы заходим в еще одну комнату. Тут уже кровать вместе, тоже есть шкаф, ну, в принципе, есть еще подсветка прикольная, хочу сказать. Вот, ну, сейчас не видно, но очень-таки уютно. И еще немного не показала, тут есть 5-е место, получается. Вот такой диван поломанный, но как-нибудь мы разобрались. И телевизор, на котором мы смотрели наши видео. Вот такой вот обзорчик. Еще прикольные эти зеркала. Можно в них сфоткаться. Вообще они для красоты больше сделаны. И пару слов про отель. Он находится прямо возле вокзала, что очень удобно. 469 евро стоили 5 ночей в этом месте. Это 94 евро с человека, в которую кроме номера входит спа, ну я вам его уже показывала. Еще есть детская комната и маленький тренажерный зал. Что еще по тратам? Uber дал нам скидку 50%, так что поездки по Закопанной стоили в районе 10-15 злотых, что вообще копейки. А, кстати, этого такси там не было 3 года назад. Билет на поезд из Кракова в Закопанной стоил 40 злотых, фуникулер и подъемник обошлись 42 злотых на каждого, а еда в ресторане примерно 55. Ну и плюс еда в магазине. Недешево, да, но для такого курорта я считаю цены вполне адекватные. Особенно если отдыхать с умом. Снова привет, Краков! У нас тут оставался день до поезда в Украину, последний день вместе, так что едем заселяться, а потом на прогулку. И если прошлая квартира вас не удивила, то у этой шансы будут повыше. Итак, 10 приколов квартиры в центре Кракова. Погнали! Логичное зеркало, разбитый умывальник, прекрасная звукоизоляция между комнатами, скрипучий пол, пятна на стенах, это даже не знаю как назвать, и снова орнаменты, интересной формы картина, висящий забавно провод, и самое главное это сам дом, что тут сказать, подъезд жутковатый, и не только из-за своей потрепанности, хотя тоже, но больше из-за странной планировки. Почему в нем находятся 2 разные параллельные лестницы, не особо понятно. А это прям как из того самого сна. Короче, впечатления непередаваемые. И, собственно, ночь вам обойдется тут в 116 евро. Напомню, это на 5, хотя спальных мест 6.
и плохое, и хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наш отдых в Польше подошел к концу. Первая половина дня выдалась для меня эмоционально непростой, чего и следовало ожидать, но посмотрим, во что выльется мое нежелание ехать в Украину в следующем видео. Собраться вот так вместе раз в год всего на 7 дней – это безумно мало, но очень ценно. Спасибо Польше за это душевное время, а вам за то, что разделили его с нами. Увидимся совсем скоро. Пока.